Ну что, Валерий Батькович, начинается у нас осеннее страдание. Этот год, 24-й, немножко такой интересный был. Очень поздняя зима или весна такая. Во! Шик-модерн. 12 мая, а погода за окном все такая же. Легкий морозец и снежок, как и в начале мая. 12 мая. К вечеру еще и снег пошел. И не слабый снег. Это что, идем на весенний рекорд по количеству выпавшего снега? Таким макаром, смотришь, и снегоходы вытаскивать надо будет. Снег практически в лесу до конца мая был. 23 мая. Простучали дожди, промелькнули 2 дня супер жарой, плюс 21, плюс 22. И снег в лесу все равно еще остается у нас. Тут народ ходил, говорит, гнезд уток позамерзало выше головы. Во время открытия охоты утки, в принципе, достигли размера, которые выжили, цыплят. Это что, один птенчик только остался с выводка. Наверное, все-таки весной померзли первые гнезда. Тут он как цыпленок маленький. Тут к нам невзначай попался. Сейчас мы его посмотрим, отпустим. У него ни крыльев, ничего. Все-таки весной аккуратно. Первые гнезда померзли, потому что весна запоздала на 2-3 недели. Начало августа, вот, малыши, цыплятки, коротыши. Посмотрела? Ну, пускай. Пускай. Поэтому мы сделали грубое нарушение правил охоты, то бишь мы, когда охота открылась, не вышли. Что мы, садисты, что ли, малолеток стрелять? А сейчас сентябрь начинается, надеюсь, подросли. Поэтому первым делом попробуем поохотиться, а до кучи рыбки половим. Слушай, у нас достаточно давно пескари пропадали по какой-то причине. И это массово везде произошло. А по-моему, пескари вон плавают. Они камеру окружили, где-то с другой стороны сволочи. Это что, поздняя весна так на них повлияла? Так, ну ладно. Вода так себе. То ли большая, то ли маленькая. Сейчас посмотрим. Так, караси. Ну-ка, брысь из-под ног. Так, сейчас мы выйдем, надеюсь, чуть поглубже. Что-то чайка напротив причала лодок ошивается. Считай, напротив деревни. Отдыхает? Или что, ждет, пока что мы ему что-то кинем на закусь? Ой-ой, топорный сигнал-то где? Мать моя, куда я засуну? До чайки 30 метров. Это очень близко подпустило. Что-то ей тут интересно. Поехали!
Первая песчаная коса на нашей реке. Полет нормальный. Мелководная вода на нашей речке в этом году в пределах нормы. Не слишком большая и не слишком мелкая. Нормальная. Правда, иногда все-таки приходится применять способы преодоления уж очень мелких песчаных кос. Но это для лета терпимо и не напрягает сильно. Песчаные перекаты у нас достаточно разные. Некоторые проскакиваем достаточно легко. Некоторые перекаты проскакиваем совсем легко, практически не замечаем. Но ясен пень, встречаются и не очень легкие пески. На длинных перекатах, где несколько песчаных кос, между которыми приходится лавировать, отдыхающий не проехать. Приходится немножко попотеть, помогая мотору преодолеть уж очень мелководное место. Тут требуется определенный опыт езды на таких лодках по таким местам. Так, где тут проехать-то? Проехали! После 40-го километра нашей водной дороги характер реки заметно меняется. Ее ширина заметно уменьшается, песчаных отмелей становится меньше. Но вдобавок к пескам в русле заметно прибавляется коряк. Бежать за квадрокоптером обратно как-то лень, поэтому сажаем прямо на лодку. Чем плотнее подходит лес к берегам, тем больше упавших деревьев подмывает река-то, да она такая. На, валом коряк, на себе. Коряга за корягой. Сразу видно, таежная речка. Супер таежная. Одни коряги в реке. Куда деваться от коряг на реке, протекающей по тайге, где лес вплотную стоит по берегам? Никуда. Это таежная реальность.
Поэтому не удивляемся, а просто едем дальше. Ура, доехали.